Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde Agarte kanalı Gagauzya gün günden programısında hem götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur Bağırçu köyün primari Sergey Tukan. Zaman hayır olsun size Sergey Ivan. Çok sağ olun. Hani geldiniz Bağırçu'dan bugün katılmadığını Gagauzya gün günden programısına. Zaman hayır olsun. Saygılı seyirciler, bir kısa aralıktan sonra biz gene buluşacağız bu stüdyoda. Kalın bizimle. Sergey Ivанович, siz yıl sıra ayrıldınız primar. Nasıl çalışırsınız primar görevinde bu cevaplı işte. Bağırçular size ayırdılar köyün başı olasınız diyene. Bugün laf edeceğiz sizin yaşamak yeriniz için. Ne soy projeleri orada geliştirirsiniz hem de ne planlarsınız da ne soy işleri niyetlersiniz yapma ileri doğru. İsterim yıldan söylemeye bugünler bizim televizyon grupamız bulundu sizin yaşamak yerinizde. Öğrendi bugünkü günler neyle yaşıyor sizin köyün tezli vakitlerde Bağırçu köyün primariyanın dolayında çekidicikler işler tertiplemek uğrunda giriştirilir projeler, inisiyativa Gagavuz Korafları grupanın danışmasına göre. Anlatsanız bu Kamil projenin ta derinden ne zaman yazıldı? Süreceğiz bu projekt hem de ne zaman o kazanıldı? Добрый день еще раз, студия. Добрый день, Гагаузия. Если с вашего позволения, я буду говорить на русском. Гагаузский знаю, çok işleблем Гагаузщина, но хочу говорить на русском. Почему? Потому что мы будем говорить сейчас о наболевших проблемах. Односельчане наши и болгары, молдаване, гагаузы, русские и так далее. Поэтому я хочу, чтобы меня все понимали. По поводу проекта, то, что мы написали, значит, есть такая организация МИК Гагаузского Корafları. Мы состоим там 6 населенных пунктов с Гагаузией. Ежегодно мы пишем проекты, и последние 4-й год мы выигрываем эти проекты. Было благоустройство села напротив Примарии, был сделан парк, полностью готов. Сейчас занимаемся только озеленением. В этом году мы решили дать проект тоже по инфраструктуре. Перед Примарией сделать, благоустроить территорию Примарии. И что сюда входит? Тут входит закрепление относок, замена плитки на лестничной площадке, пантус обновлен будет и уложить полностью брусчаткой. Будет тротуарная брусчатка уложена, и будет, могу сказать, что для социально уязвимых людей, слоев населенного пункта, да, им будет возможность пройти Примарию. В данный момент они не имеют, есть некий барьер там. Мы сделаем это все доступно, чтобы было всем односельчанам, независимо от категорий лиц. И поэтому мы над этим проектом работаем. Мы этот проект писали в начале этого года. Мы получили подтверждение, сейчас подготавливаем все документы, заключаем договора. И я думаю, что после Пасхи, ну, плюс-минус неделю мы начнем работать с этим проектом, реализовывать этот проект. Реализация этого проекта, я думаю, что в течение 3 месяцев это будет готово. И мы увидим Примарию намного красивее, намного уютнее будет у нас, для наших односельчан. Поэтому есть проекты, мы пишем, а там уже, как говорится, Бог распорядится. Будет, выиграем, будем работать. Doğru söylediniz çünkü bu günler ben bulundum sizin yaşamak yerinizde gördüm problemi gördüm hani bardurlar taşıyak koyulu hani oradan yokunca karyaskılan geçsinler kolaksız insanlar pandusa diyene son girmeye primariye artık bu büyük probleme ben sanırım o insanlar için de siz hani alındınız bu işi yapma bu çok iyidir hani olsun onlara kolaylıkları olsun hepsi insanlarla beraber da girsinler ne soruçlar için size primariyeye. Bağırçu köyün primariyanın dolayında tertiplemek işlerine harcanacak 217 bin lei paranın taç oyunu geçirecek agrar sektöründe intervensiya hem ödemek agentstvosu 67 bin lei ise regionun bütçesinden kontribüsiya. Öyle mi? Bu doğru. 150 bin МИГ-тан, как я и говорил, 150 тысяч пойдет через МИГ. Остальные 67 тысяч, там, 600 лей – это контрибуционные деньги. Контрибуция возвращается исполкомом. На сегодняшний день мы не имеем со стороны исполкома никаких задолженностей. То есть то, что мы участвовали раньше в проектах, были средства с нашего бюджета выделены на контрибуцию, мы получили полностью
до копейки. И я думаю, что в этом году исполком и Народное собрание тоже нам вернет эти контрибуционные деньги. То есть, не давая этих контрибуций, мы понимаем, что проект не будет реализован. И согласно решению Совета, единогласно проголосовали за этот проект, за выделение контрибуций, и мы идем вперед. Sergey Ivанович, bulunup sizin yaşamak yerinizde Bağırçı köyünde öğrendik. Hani sizin yaşamak yerinizde var bir en büyük problem hangisi çekilir ta 2000'ci yıllardan beri köyde pek prost su içmek için hem de yemek için. NARE Millet Agentstvosu energetika sektörün kontrol etmesinde verdi kendi notasını suyun kalitesi için Bağırçı köyünde sahip suyu teknik uğrunda bulunan. Artık pek beni dalgalandırdı. Açan insanlar bana söylediler. Hani su mazutla akardı. Yoktu nasıl içme onu, yok nasıl kullanma onu eve. Yapma dini süreci ne süsüde yemeklerim, olsa kullanma başka iş için yıldan teklif ederim, seyredelim. Hem de sisteme ne sizin yaşayanlar söylerler suyun kalitesi için ondan sonra ilerleyeceğiz bu problemi. Yeme yapma bir skvajnadan beki alınabilir. Niçin yumuşak su, nice biz biliriz köylerde pişirela, babove, fasulye, garok öyle bir şeyler. Yıkama bek olabilir ama insan su içmeye oradan almıyor. Fantastik suyu deriz gaguşça. Daha çok su kullanılır, içme diye kilisenin yanında var sızıntı çeşme. Oradan alınır su insan alıyor köyden. Hem de hangi mahallede var sızıntı pınar. Da isla, dil pek ser su ama öyle sirek su var. Oradan alırlar. İnsan getiriyor çadırdan. Kilisenin yanından suları biz de oradan alır su, köyden alır su. Evlerde, sızıntılı pınarlarda sular pek tuzlu hem de pek sert. Çaynikte su kaynattığında çay içmeye pek çok tuz kalıyor içinde. Kapları lazım oluyor yarım yılda bir kere değiştirmesi tutma. Bu suyla ilgili bizim skvajnadan orada içme, yeme yapma o sudan yakışmıyor bir şey. Bu soruyorsa da teknik celi. Öyle başka türlü yok ispoz etme o suyu. Süresiniz içme, yeme yapma dini suyun yanına getirirsiniz. Kilisenin yanında var bizim bir skvajna. O su bizi полностью устраивает. Короче, o işler su. Kısaca ondan postanı alıyoruz oradan su. Bezbellik her bir bağırçılığı ister hani onda evde de krandan aksın, pak, kaliteli hepsi normalara göre su. Дай Бог. Hepsini beklersen öyle vakit gelecek ama vaka yok. İçmek suyunu yemeğe yapma dininden de alırsınız su. Sitten burada var täyte. Täyte var bir niistä naşona değil fantastik. Oradan hem de kilisenin yanından. Ulan tende sugratka. Tende peynirde de tende tutar tende gelir. Suratım yok mu yıkama hiç. Ama öyle ceza sarı pramı неприятно bakma var suya. Karaydı. Şimdi bu böyle karaydı. Batak prama batak akart. Prama batak akart. O kart ince tuvaletten su. Prama ince tuvaletten öyle de gelerdik o kart. Tiyeti böyle anlatılar Bağırçı köyün yaşayanları bize ne suyu kullanırlar. Hepsi insanlar hani su uymur normalara göre. Önce anlaşıldı sizin köyünüzde var iki skvajna, bir skvajnada akar silah suyu, öbüründe akar teknik suyu. İsterdim ta derinden anladasınız bu kadar yılın içinde iş oldu mu bu uğurda? Dinin ne susadığım akar düşünmeyen insanlara lazım vermeye kaliteli su. Bu halim Gagauzya'da bir tek söyleyeceğim yaşamak yeri nerede bu kadar söyleyeceğim çirkin mazutla su aksın dini ben işitmedim ta Sergey Ivанович. Nice savaşırsınız güreşmeye bu problemi alın. Значит, я могу сказать, что эта проблема у нас наболевшая, это давно. Можно сказать, что после распада Советского Союза, еще после 2000-х годов эта проблема у нас появилась. Сделана реставрация, то есть полностью, не могу сказать полностью, почему? Потому что школьная улица у нас осталась старый водопровод, а остальное по селу в 2014 году, 13-14 года, был заменен полностью сети водопроводные. Но по скважинам остались те же старые скважины. У нас практически работало 3 скважины. Но после того, когда мы заключили договор с компанией «Апотерма»,
Мы сделали так, что действительно вот эта вот черная вода, то, что наши односельчане говорят, это была правда. Именно выкачивала одна скважина с экспериментального участка. Пришли мы к одному мнению с Апотермой, с руководством, мы очень тесно сотрудничаем. И мы отключили ту скважину. Сейчас, как односельчане говорят, у нас работают только 2 скважины. Но мы понимаем, что летом мы рискуем остаться без воды. Почему? Потому что 2 скважины для населенного пункта летом недостаточно. Хочу сказать по поводу той воды. Сейчас в данный момент, когда мы разговаривали с Апотермой, вели очень долгие дискуссии и так далее, Апотерма несколько раз после того, когда мы отключили ту скважину, которая действительно выходила черная, как мазут, мы отключили эту скважину. После этого Апотерма несколько раз очищала резервуары, сети и тому подобное. Сейчас в данный момент вода как таковая потихонечку уходит, это старая, там, скажем, черная вода. Постепенно она промывается в водопроводной сети, но запах тот специфический, то, что говорила сейчас односельчанка наша, у нас она остается. Kendim de bunu koktum. Afiyeden duydum bunu sizin köyünüzde. Hani su pek çirkin kokuyor. Вот поэтому мы совместно с Апотермой работаем, думаем, что делать. И мы готовы. Мы сегодня сделали сметно-проектную документацию на бурение новой скважины. Именно для питьевой воды, не артезианской воды. Это есть у нас. Но, к сожалению, я скажу так, что сегодня, в данный момент, бюджет Приморья, местный бюджет Приморья, не позволяет нам бурение этой скважины. Поэтому мы обращались, мы обращаемся, будучи здесь у вас на телевидении. Обязательно мы обратимся в исполком. Это заявление будет. Я прошу депутатов Народного собрания, когда им ляжет на стол эта бумага, чтобы они подтвердили и выделили нам финансовую поддержку, финансовую сделали. Почему? Потому что сегодня, но в данный момент, ну, все-таки 25-й год на дворе, на улице, и поэтому люди действительно хотят, чтобы, открывая кран, получить воду, доступ воды к питьевой воде. Почему? Потому что не зря сказали, из Шадурлунги возят люди воду. Мы сегодня, как местное публичное управление, детские сады обслуживаем, тоже в Шадурлунге покупаем воду питьевую для детских садов и для пищи. Benim geleceğe soruşum bağlı bununla laf edin. Sergey Ivанович, ne istedim siz bilirsiniz bulunup sizin yaşamak yerinizde. Ben tikinliğinde güydüm, ben pek dalgandım, açı işittim. Hani bugünkü günler dışarıda 21. asır teknoloji, inovasyon asırı da sizin köyünüzde uşak başçaları için 3 uşak başçasına siz su satın alırsınız Çadırlunga'dan. Ben sanırım hani bu bir şeye gelmiyor. Bu alizden büyük problema sizin yaşamak yeriniz için. Правильно, поэтому я и сказал изначально, что мы подготовили сметно-проектную документацию. Дальше будем работать над этим. Я думаю, что исполком и Народное собрание обратит внимание на это. Это, еще раз говорю, не первого года проблема. И да, мы действительно с бюджета небольшие, пускай будут небольшие деньги, но мы тратим. Действительно это есть. Мы сегодня закупаем для всех 3 детских садов воду с Шадурлунги. Сегодня вода та, что идет, она технического назначения. Только можно использовать ее в туалетах, или, да, она даже непригодна для полива. Мы не будем говорить о том, что иногда жители говорят, что недостаточно воды, потому что поливают в огород. Она даже сегодня не позволяет нам поливать в огород. Жители сегодня пользуются, еще раз говорю, питьевой водой, привозя с Шадурлунги. Есть 2 родника у нас, которые сегодня льется хорошая вода. Плюс хочу сказать, что последние анализы АНСа, которые брались из нашего населенного пункта в колодцах, можно сказать, что 85% тоже не пригодны для питья. Поэтому питьевая вода у нас в населенном пункте – это большая наболевшая проблема на сегодняшний день. Nice anlaşıldı bir büvetiniz var ama Birleşik Tarihleri siz kendi sözünüzde hani pek büyük problem olur yaz zamanında. Zeycim yılıyla benzemer elbette. Nice düşünüyorsunuz bu yazı geçirme süreci hangisi gelir? Ben sanırım hani 1-2 ay içinde bu büyük problem hangisi toplanmış 20 yıldan ziyade o çözülmeyecek. Ne düşünüyorsunuz çıkma bu problemden yaz zamanında? Çünkü adayla pek büyük sıcakları.
Смотрите, сметно-проектная документация готова. Мы уже писали проект японской фирме Кусанона. Ждем оттуда ответа. Если мы не получим оттуда ответ, подтверждение, что действительно, да, они профинансируют нам, сделают эту финансовую помощь, то дальше даже я могу сказать, что сегодня мы уже готовим документы обращения в исполком Народное собрание. И я думаю, что если будут финансы выделены, что это такое скважина? Скважину можно пробудить буквально за неделю. И я думаю, что мы, не то что думаю, мы не будем оставаться в стороне. Это наболевшая проблема. Каждый день односельчане обращаются с этой проблемой. И мы будем говорить, мы будем писать все инстанции, чтобы мы могли пробудить в этом году эту скважину. Еще раз говорю, если сегодня японская компания нам поможет, то к лету мы, может быть, даже и пустим. Потому что мы ждем вот-вот ответ от этой компании, то, что мы написали Кусанона. Если будет ответ положительный, реализация этого проекта, мы ни на минуту не остановимся и будем реализовывать в ближайшее время. İnsanın halı hepsi çekilir, sudan süreci, su bu yaşamak elbette hani sizde su o kadar yıllar toplanmış probleme daha o çözülmüyor. Ben sanıyorum hani bu dil doğru çünkü yılk lazım düşünme onun yapma insanlara silah kaliteli koşulları ki insan yaşasın. Mayalist su dilsi kaliteli hepsi hastalıklar çekilirler. Teyzem siz burada ta diyelim söylersiniz. Belli oldu mu su olalar sizin yaşamak yerinizde sağlığın tarafında hani de su kadar süreci çirkin akardı. Hem de akıyor diyeceğiz mazutla, başka nesnelerle, kokularla. Но в данный момент, еще раз говорю, остался только запах. Мы вот эту вот черную мазутистую, так скажем, пятницу, то, что лилось с наших односельчан во дворе, открывая в кухне краны, это исчезло. Остался тоже только запах. Но еще раз говорю, это техническая вода. Мы над этим работаем. Апотерма не остается в стороне. Очищают. У нас практически есть и объявления, если кто-то пожелает, у нас на сайте есть. Апотерма нас постоянно предупреждает об этом, делает. Но, еще раз говорю, но все равно, сколько бы мы ни чистили трубы, сколько бы мы ни нам нужна питьевая вода. Скважина с питьевой водой, но никак не артизанская, та вода, которая в данный момент имеет специфический запах. Естественно, это влияет на здоровье наших односельчан, и не только наших односельчан, гостей. Почему? Потому что гости у нас приезжают, навещают наше село. Мы, можно сказать, что развиваемся. Мы делаем парки, мы делаем спортивные площадки, мы делаем все для молодежи и для населения. Сегодня могу сказать, что то, что мы реализовываем в селе, да, разные проекты, мы говорим, что для молодежи, но могу сказать стопроцентной уверенностью, что это не только для молодежи, это пользуются и наши односельчане и более такого пожилого возраста, скажем, и 50, и 55 лет. И поэтому сегодня именно для здоровья вода важна. И мы должны добиться того, чтобы у нас, хотя бы если одну скважину мы сегодня пробурим, питьевая, запустим еще одну скважину, скажем, в помощь то, что есть одна скважина у нас с хорошей водой. И я думаю, что летом у нас проблемы с водой не будет. Saklamacıyız hani mahir bir köyde söyleyeceğiz hani insanlar ta ziyade kalırlar büyük yaşta gençler giderler kazanma sınır aşırı bakma dine kendi ailelerine. Sizde bir büvet. İnsan lazım ta kenardan gelsin o büvete da taşısın su te. Bu benim fikrim bunu kaplayamıyor. O kadar zor bugünkü günler insanlara büyük yaşta hani taşıma su getirmeye ta köyün ortasından kenarlara. Çünkü bizim çekim grupamız bulundu insanların aralarında. Gittik merkeze buluştuk, laf ettik. İnsanlar söyledi pek zor taşıma su onlara var ki insanlar taşırlar yılda. Biz onda çıkardık. Varanglara gelirler betonlarla alırlar su. Nice düşünüyorsunuz bu problemi çözmeye? Çünkü tabi söyleyeceğim hani bu problemin çözülmesi tadil belli. Siz öyle düşünüyorsunuz hani olacak ama sanırım hani... Смотрите, мы готовы после того, когда мы пробурим эту скважину для питьевой воды. Естественно, она будет уже идти по всему селу, водопроводные сети у нас новые. Но, еще раз говорю, у нас еще один бювет готовый. Один бювет готовый, но запустить туда воду питьевую неоткуда. То есть, если мы сделаем это, то, может быть, у некоторых односельчан по сегодняшний день нет дома воды. Именно вот этот бювет
который построен благодаря нашему депутату Георгию Георгиевичу Кадым. Он его построил, но неоткуда взять воду, чтобы мы запустили туда. То есть, если будет реализован этот проект, то, что мы начали, естественно, мы запустим этот бювет. У нас, у односельчан, будет возможность еще брать с этого бювета воду, питьевую воду, еще раз говорю. Почему? Потому что мы именно скважину делали сметную проектную документацию на питьевую воду. Плюс, еще говорю, 2 родника, то, что пользовалось со времен Советского Союза, мы их будем поддерживать, мы благоустроим территорию этих родников. Людям нравится эта вода, как бы не было, они пользуются с 2 родниками. Но, опять же, как вы говорили, да, действительно расстояние большое. Если взять с севера на юг, у нас расстояние по всему селу в районе 3 километров. И вот представьте себе, даже тот родник, который находится в расстоянии, скажем, от северной части или с южной части, дойти до этого 2 родников, ну, минимум как километр. И вот это вот расстояние пожилому человеку даже за 50 сегодня не совсем уж легко преодолеть туда километры, а обратно взять 5-6 литров воды, принести домой еще километр, это очень трудно. Поэтому эта проблема есть, мы занимаемся этой проблемой. И я думаю, что, как вы сказали, мы добьемся. Мы будем стучаться во все двери. Я понимаю, что, уважаемые народные депутаты Народного собрания, я понимаю, что сегодня важна дорожная инфраструктура, сегодня важно выделение денег, скажем, в разные там спортивные части, там где-то благоустроить в каком-то населенном пункте. Я не против, чтобы коллеги то же самое благоустраивали там стадионы и так далее, и так далее. Но сегодня вода – это самая наболевшая проблема у нас в населенном пункте, и это самая важная часть существования нашего человечества. Çünkü programın çeketmesinde hep bunu çizgiledim. Öğrenip insanlardan ne suyu kullanırlar, yemeği yapma, içmeye diyene. Biz buluştuk bir insanla, hangisi hep sizde çalışır. Sizin köyünüzde Bavurçu'da ama yaşar kendisi Çadırlunga kasabasında. Da o bana söyledi, hani der, ben alırım her sabah der, su yanıma da der, getiririm der, kasabadan der, biri çünkü der, burada pek çirkin kokar su. Elbette sizce primar, Сергей Иванович, тем söylemeye çok sağ olun. Hani o 1,5 yılın içinde ama siz içine girdiniz bu problemin içine savaşırsınız yapma hepsini ne lazım ki olsun kaliteli su her bir insana diyene. Çünkü bu en pahalı söyleyeceğiz her bir yaşamak yerinde. Susuz bir yer yokunca. Mahalle sen o suyu açan içersin kaliteli. Ben bilmiyorum niye suyu varınca kendini duyma. Ama ihtiyarlara aileden tabirse tekrarlayacağım. Hani en zor neresi gitmeye, neresi getirmeye, mahallesi aşırıya, belki insanda para da yetişmiyor, su satın alma diyene. Ama uşak başlarından siz alırsınız satın su. Benim fikrim bu işi kaplamır. Ben sizlerden söylüyorum. Поэтому я говорил, будучи перед выборами, я говорил то, что вы сейчас немного коснулись про старшего, пожилого возраста. Смотрите, я хочу сказать ответственностью, что у меня нет такого принципа работы, чтобы я выбирал население. Да? Для меня население все одинаковые. Естественно, для пожилых еще труднее. И поэтому я говорю, что то, что мы хотим реализовать, с бурением этой скважины. Это и для молодежи, и для пожилого возраста людей. Да, действительно, людям, которые за 50, им труднее. Но для молодежи я бы не сказал, что легче. Почему? Потому что молодежь, будучи дома, смотрят за детьми и тому подобное. Они тоже, некоторые убегают быстренько потом на работу. Естественно, мы все прекрасно понимаем, что легче открыть воду дома, чтобы с крана полилась питьевая вода, и чтобы эта молодежь, скажем, молодая мать и молодой отец не побежал куда-то за водой потерять свое дорогое время. Вот мы все должны понимать, что это действительно очень дорого, но нам надо добиться этого, и условия жизни, чтобы были намного лучше в населенном пункте, о чем я говорил изначально, 1,5 года назад, будучи, когда я выдвигался кандидатом в примары. И мы этим вопросом занимаемся. Я хочу сказать сегодня огромное спасибо даже нашим односельчанам, что они не остаются в стороне. Они говорят об этом, помогают, где-то прорыв или что-то. Односельчане нас оповещают об этом. И мы будем работать во благо нашего села.
Naradan, Ansa'dan Karyat işinde işittim söylediniz. Hani düşünürsünüz danışma Gagauzyan Halk Topluluğu'na onların söyleyeceğim temsilcilerine çünkü problem ailesinden var. Büyük çekilir pek çok tanıyorlar. Söylesiniz bizim yerli kuvvetler Bakanlık Komiteti bilir mi bu problem için? Мы Башканату практически еще мы писали это письмо, но ждем ответа. Недавно мы писали. Я думаю, что исполком отреагирует положительно. Еще раз говорю, почему? Потому что вода, она нужна для жизни. А там дальше я уже обращался к депутатам Народного собрания. Естественно, исполком, если наше предложение положительно отреагирует на эту нашу проблему, и потом, когда уже Народное собрание будет решать вопрос о выделении денег, естественно, я прошу народных депутатов обратить внимание на этот вопрос. Это наболевшая проблема нашего населенного пункта. Я изначально говорил, не буду повторяться. Все проекты хороши, но вода – это самое важное, то, что сегодня есть. Мы можем сегодня оставить один тренажер, два тренажера, но воду мы не можем оставить. Почему? Потому что это наша жизнь. Это наша Pek жизнь. doğru. Bu yaşamanın sızıntısı elbette susuz nereye yok yani hiç gidersin. Elbette bence göreyim siz pek umutlanırsınız hem de hazırsınız. Sizin sözünüzden anladım hani bu yıl 2025 yılda çözmeyeceğini bu problemi. Очень рад буду, если действительно... Я не говорю, что я думаю, что исполком нам пойдет навстречу, но вот дальше, как решит Народное собрание, там уже посмотрим. Надо будет, мы будем писать еще и в областные, то есть республиканские органы. Я хочу сказать, что мы уже готовы. Мы готовим, наш юрист работает над этим вопросом. Будем еще обращаться и туда. Какие бы проекты? Может быть, республиканские что-то нам помогут. Почему? Потому что мы же все-таки живем в Молдове. Автономия – это автономия. Исполком мы понимаем прекрасно, что сегодня власти республиканские имеют больше возможностей нам помочь. И пускай помогают, пускай не остаются в стороне. Естественно, мы тесно будем работать с исполкомом насчет этой темы. Так что, да, правду вы говорите, что в этом году я намерен, чтобы мы решили этот вопрос. İstedim sorma başka projeler için de ama programımız yaklaşır sonuna sanırım hani başka geleceğe kol vermede biz açıklayacağız başka projeleri hangileri geliştiriyle sizin Bağırçı köyünüzde ama bugün Gagauzya Radyo Televizyonu'nun Cümle Kampanya'nın stüdyasından var kolanız danışarsınız nice Moldova Devleti'nin ya da Gagauzya'nın kuvvetlerine yardım için çözmeyeceğini bu büyük problemi Bağırçı köyünde niçin ki bu önemli tabirse tekrarlayacağım her bir insan için. Дорогие, могу сказать, дорогие наши республиканские власти, региональные власти, я действительно обращаюсь от имени жителей. Почему? Потому что это боль всех наших односельчан. В данный момент мы не имеем возможности таких финансов, вложения именно в эту сферу, то есть бурение нашей этой скважины для питьевой воды. Питьевая вода сегодня в населенном пункте нужна. И поэтому даже то, что мы говорили сегодня, будучи мы привозим воду, привозную воду, даже в детские сады, пускай будет это некая небольшая сумма денег, но это все-таки бюджет, это наши налоги, наших односельчан и так далее. Поэтому я обращаюсь за помощью в населенный пункт. Это не просто так, еще раз говорю, тренажерный зал или где-то там инфраструктура, ремонт и так далее. Сегодня важна вода для жизни нашего населенного пункта. Поэтому будьте добры, будет возможность, пожалуйста, кто хочет, приезжайте, посмотрите, мы покажем вам все это, вы увидите своими глазами, и я думаю, что вы поймете, что действительно я не просто так говорю об этой проблеме, вы сами увидите, что действительно эта проблема есть у нас, и вы, я думаю, что откликнетесь, вы нам поможете. Problemi var çünkü orada kendim tabirse söyleyeceğim hani bulundum da kendim karşı geldim. Sağ olun Sergey Ivanoviç, hani bulduğunuz vakitte geldiniz bugün. Öyle iliştik bir büyük problemi hangisi var sizin köyünüzde. Sanırım hani nice Moldova Devleti'nin kuvvetleri ya da Gagauzyan kuvvetleri savaşçılar yardım etmeye Bağırçı köyün yaşayanlarına ki onlar da yaşasınlar lazımlı koşullara göre. Огромное вам спасибо. Sağ olun teklif ettiniz, geldik. Bu programda biz bugün çözdük, lav ettik. Bu problema ne var bizim köyümüzde.
Çünkü sizin yardımınızla çağırdığınız bu programı biz bugün yaptık, çıkardık, göstereceğiz öteye doğru. Ben sanayım hani bizi işitecekler. Ondan sonra çünkü biz yalnız bir şey yapamayacağız. Sizin programınızla dali öteye doğru tabii ki isteyeceğiz, edeceğiz bu programlarını yazacağız yerde. Çok sağ olun. Sevgili seyircilerim, Gagauziya'nın yaşayanları, Gagauziya gün günden programması yaklaştı sonuna tabir sistem getirmesinin aklınıza. Anne bugün bizde stüdyoda bulundu. Bağırçı köyün primarı Sergey Ivанович Tukan. Kalın bizimle kalın. GRT kanalında.